Это настоящий центр творчества, где юные изобретатели создают полезных роботов, которые тушат пожары, поливают грядки и ищут полезные минералы. Без инструкции, силы мышления и огромным желанием Юсуф Абадиев создает свой уникальный и такой необходимый подъемный кран. Здесь продумано все до мелочей: на колесах шины, чтобы было легче ездить по горной местности. Длинный трос, конструкция с легкостью найдет и поднимет минералы. Юный инженер над своим изобретением работал почти 2 месяца. Доводил все до идеала. Нервничает, а зря. Все идет по плану. Вот сейчас включу лебедку и покажу вам. Он начал заматывать. Он хватает с помощью вот такой клешни нужные камни. Вот так. Вот. Да. И берет. Еще дорабатывать поворотный механизм, добавить дополнительный блок и переставить вот эти вот поршни пневматические, они слишком слабые. Юсуф робототехникой увлекается 2 года. У юного изобретателя много сконструированных деталей и машин. Мальчик учится в 4 классе и все свободное от урока время проводит за сборкой роботов. Для него это не просто увлечение, а возможность в будущем стать известным инженером. Роботы – это не просто машины, признается юноша. Мне нравятся роботы, которые есть и в реальной жизни, которые могут много чего делать. Приносит пользу, да? Да. Я хотел собрать еще много роботов, и из них это это грузовики, пушки и военная техника. Калькулятор, батут, фруктовое мороженое, а еще меховые наушники. Мало кто знает, но любимое всеми лакомство и такие полезные вещи в мире созданы именно руками талантливых детей-изобретателей. Над своим полезным роботом часами трудится и Дауд Плиев. Его машина – настоящий помощник для садовода. Сама набирает воду, строит карту грядок и поливает растения. Он полностью подвижен, может ехать назад, вперед. Здесь у него есть датчик влажности почвы. Он подъезжает к какой-то грядке, втыкает этот датчик таким образом, и на этом экране будет указана влажность почвы. Сейчас там нулевая, потому что он ни в какую почву не воткнут. Также здесь надпись Full Water обозначает то, что здесь полностью есть вода. Внутри установлен датчик уровня воды. Когда он будет вот так вниз уходить, значит, что вода закончилась. И в этот момент будет срабатывать система сигнализации, и надпись будет Water Low. А если машину подключить к искусственному интеллекту, работа будет сделана еще лучше. Прежде чем приступить к сборке своего изобретения, Дауд долго собирал предполагаемую машину в программе. Еще в детстве у него появился интерес к робототехнике. Со временем выучил основной язык программирования и занялся проектированием своего устройства. Когда я записался сюда 2 года назад, я первый раз пришел на робототехнику. Там меня заинтересовали роботы, которые мы собирали с помощью лего. Там они работали на более простом коде, он основан был на скретче, и собирать было довольно легко, мне это понравилось. Дальше я записался в IT Quantum, там уже специализируются на программировании. Там я рассказывал про, и вообще занимался программированием. Мы писали коды на Python, на разных языках. Далее я ходил параллельно на Aero Quantum, тут есть и по электронике занятия. Там я научился более-менее работать с Arduino. Изучению IT-технологий в Ингушетии особое внимание уделяет глава республики Махмуд Али Калиматов. И не случайно, IT-специальность сегодня одна из самых востребованных. Научиться мыслить нестандартно, развивать активность, творческое воображение, освоить сложный, но такой интересный мир изобретения. В классах Кванториума создают уникальные вещи, и с каждым разом дети становятся еще ближе к проектированию. В данное время у нас в технопарке обучается более 300 детей. По разным направлениям. Это и робототехника, это и программирование, 3D-моделирование, авиамоделирование, автомоделирование. Такие современные профессии изучаются, ребята погружаются. Очень много талантливых ребят, способных ребят. Мы стараемся их поддерживать, проводить различные конкурсы, мероприятия, вывозить их за пределы нашей республики. И, кстати, у нас неплохой результат, мы можем смело сказать, что наши ребята ничем не отличаются от ребят из других регионов.
День детских изобретений в мире отмечают уже 13 лет. Дата выбрана не случайно. Это день рождения государственного деятеля, дипломата, ученого и инженера Бенджамина Франклина. Во всем мире живут талантливые дети, богато уникальным подрастающим поколением, и наша республика. Герои сюжета показывают это в своих результатах. Рина Сычоева, Акрамат Асхоев, Магаз 24.